Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24 подведем итоги дня. Смотрите сегодня в выпуске. Единый день голосования. В Якутии прошли 57 избирательных кампаний в 25 районах республики. Каковы итоги? Школьное питание. Сколько дети тратят на обед? Что в меню? Как устроена умная система? Подробный обзор Юлии Великодной. В эфир с новыми силами стартовал новый телесезон в НВК «Саха». Чем порадуем зрителей? Дары осени. Более 78 тысяч тонн картофеля планируют собрать аграрии республики. Езда по бездорожью. В Мирном состоялась итоговая гонка сезона открытого чемпионата по трофи-рейду. Новый учебный год, запуск отопительного сезона, акция «Заплати долги без пени». Все это в обзоре новостей Алданского района в конце выпуска. В Якутии в воскресенье прошли 57 избирательных кампаний в 25 районах и в поселке Жатай. В единый день голосования на участке пришел, по данным, каждый третий якутянин. В 4 районах жители выбирали глав. По итогам голосования руководить 3 районами будут представители «Единой России». Они стали победителями. За ходом выборов следили 300 наблюдателей. Впервые на муниципальных выборах были назначены наблюдатели от Общественной палаты республики. Высокую явку показали населенные пункты с небольшим количеством населения, отметили в Центре избиркоме. В некоторых населенных пунктах явка была достаточно активной. Например, в Шологонском наследии на дополнительных выборах депутата явились 100% избирателей, или же в Эгехая Верхоянского района также более 90% избирателей. В целом результаты выборов показывают, что размышления политологов о протестном голосовании не подтвердились. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В Кремле назвали прошедшую избирательную кампанию весьма успешной для партии «Единая Россия». Как отметил Песков, цитата, «где-то мест больше, где-то мест меньше, но в целом по России партия показала свое политическое лидерство». Конец цитаты. К другим новостям. В Санкт-Петербурге открыли крупнейшее мероприятие в сфере туризма – 23-ю Генеральную ассамблею. На мировое событие, по данным организаторов, приехали 158 министров иностранных государств и до 2000 делегатов. Якутию на ассамблее представляет Министерство предпринимательства, торговли и туризма, а также туристско-информационный центр «Якутия». Но культурное, потому что здесь много что, музеев, театров. И город как бы такой уже достаточно уже, старый. Петр I его возвел, как бы есть что посмотреть, много культурного. Сегодня уже начинает свою работу 23-я Генассамблея при ООН. Это как-то поможет для развития туризма в вашем городе? Я думаю, поможет, конечно. А как же иначе? Я думаю, этого бы не было, если бы не было никаких результатов. За то, что это столица северная наша, потому что здесь очень много достопримечательностей, потому что он красивый, наша северная Венеция. Всем стало интересно, хотят познакомиться, он преображается с каждым годом. Поэтому я так думаю. За архитектуру, за культурно-историческое наследие, за события, потому что очень долгое время этот город был столицей нашей страны. Завоз топливно-энергетических грузов в Якутии на сегодня выполнен на 90% и на 80% доставили до мест назначения. Как нам рассказали в ГУП ЖКХ, до середины октября весь необходимый объем будет выполнен, несмотря на мелководье на реке Лене. Завоз грузов на Колыме и вовсе перевыполнили. По ней на сегодня завезли 104%. К примеру, с угольного разреза Джибарики-Хая у нас при плане 158 800 отгружен практически весь объем, за исключением 3500 тонн, предназначенных для доставки в пункты Усть-Алданского района. В ближайшую декаду данный объем будет доставлен до пунктов назначения. При плане 57 800 тонн доставки угля с ангарского угольного разреза у нас доставлено до пунктов доставки 67%.
В редакцию новостей «Якутия-24» обратились родители учащихся школы номер 27 города Якутска. По их словам, образовательное учреждение находится рядом с дорогой, на которой элементарно нет даже пешеходного перехода. В проблеме разбиралась наш корреспондент Ульяна Шагина. Уже 1,5 года в этом здании по адресу Жарницкого 7/1А более 180 учеников начальных классов идут в школу на свой страх и риск. Родители учеников обеспокоены не на шутку. Каждый день им приходится провожать своих детей до двери. Боятся, что случиться может что угодно. Машины носятся на скорости, нет знаков, предупреждающих, что здесь рядом находится школа и дети. Очень обеспокоены. Чтобы дойти до школы, родителям и детям приходится пересекать 2 проезжие части. Одна из них улица Жарницкого, где сегодня полным ходом идет ремонт. На участке рядом со школой нет ни одного знака дорожного движения, чтобы безопасно перейти дорогу. В рамках капитального ремонта улицы Жарницкого на 2 участках на пересечении улиц Рыдзинского и Кутузова будут обустроены нерегулируемые пешеходные переходы, которые обозначены будут дорожными знаками со светоотражающими элементами дорожной разметкой. Также рядом со школой, внутри самого квартала, прилегает участок дороги, по которому сегодня из-за ремонта основной улицы в день ездят сотни машин, которые не всегда догадываются уступить дорогу маленьким пешеходам. Как вы видите, на этом участке дороги, проходящей прямо перед школой, нет никаких опознавательных знаков, ни пешеходных переходов, ни лежачих полицейских, не говоря уже о светофоре. Директор школы номер 27 уже 1,5 года пытается решить эту проблему. Обращалась в столичное ГИБДД, а также в городское управление дорог. Сказали, что как раз во 2-м квартале 2019 года будет производиться ремонт дорог, и в этот ремонт внесут наши пожелания. Но в данном случае сейчас вот ведутся как раз ремонтные работы ведутся, и надеемся, что все будет установлено по нашим просьбам. Между тем, на перекрестке улиц Рыдзинского-Жарницкого по окончании ремонтных работ вместо светофорного объекта будет нерегулируемый перекресток с пешеходным переходом. Что касается участка дороги, прилегающей к школе внутри квартала, она не является улицей, а всего лишь проездом. Именно поэтому весь груз решения этой проблемы ложится на администрацию школы. Это уже должно идти уже от округов, у которых есть общеобразовательные учреждения внутри кварталов, соответственно, да. Между тем, строительный округ, в чем ведении находится данный объект, таких полномочий не имеет, но может содействовать ходатайствам для решения этой проблемы. Установка только искусственной неровности обойдется в 500 000 рублей. Понятно, что и школа не имеет таких ресурсов. Проблему сегодня может решить управление образования столицы, но в их адрес пока никаких заявлений не поступало. Школа должна заявиться о том, что о существовании проблемы. Управление дорог, уже комиссионное управление дорог выезжает, осматривает на месте, что какое техническое решение с соблюдением правил дорожного движения, безопасности движения, вот это все условия должны проговорить. Управление образования уже будет выходить из данной ситуации. Непонятно, сколько времени еще понадобится, пока управление образования, управление дорогами, округ и школа придут к общему консенсусу. В это время детям придется ежедневно рисковать жизнью на пути к знаниям. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. Более 78 тысяч тонн картофеля планируют собрать аграрии Якутии. На сегодня получили уже 3000 тонн. В этом году всего по республике овощи и картофель посадили на пашнях общей площадью более 5000 гектар. Уборочная кампания сейчас в самом разгаре. В поле крестьянского хозяйства КИМ побывала Саргалана Федорова. На битву за урожай картошки вышли студенты Якутского промышленного техникума. Чтобы успеть до холодов, работают неустанно. На уборку картофеля их отправили в обязательном порядке. Работаем мы здесь со 2 сентября. Вывезли на картошку. Собирать очень тяжело. Очень много ее здесь. Пыльно, надоело. Так-то не трудная работа. Главное, не смотреть далеко. Поля большие. Нынче картофель засеяли на 45 гектар. Перед аграрием стоит задача с каждого гектара получить 12 тонн второго хлеба. С одного куста порядка 20 картофелин. Вот такой урожай у крестьянского хозяйства Валерия Ким. Причем на вкус и цвет картофель разный. На выбор 2 сорта – Гала и Розара. Нитратов в них практически нет. При допустимом значении 250 единиц составляет 70. Труд только ручной. Он более качественный и надежный, утверждает глава хозяйства. И продукция лежит намного дольше в качественном виде.
Если там комбайном уборка, там пока картофель с поля дойдет до хранилища, он разов 5-6, наверное, головой ударится об железо, потом только доходит. Ну, естественно, и хранится так же. Картофель и овощи в этом году аграрии региона посадили на пашнях общей площадью более 5000 гектар. Хозяйство Якутска картофель посеяли на более 1000 га. Показателем на сегодняшний день урожайность будет приблизительно около 10 тонн с гектара. По городу Якутску было выделено погектарно на развитие картофелеводства 19 тысяч рублей. Прямо с полей картофель попадает в овощехранилище. Уже сегодня отправят туда 150 тонн. Там их очищают от песка, камней и сортируют по размеру. Мелкие на семена, крупные на продажу. Картофелем хозяйство обеспечивает детские сады Якутска. В хозяйстве КИМ вслед за картофелем предстоит убрать морковь и капусту. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. В столице Якутии внедрена новая система питания школьников. Как проконтролировать, что именно купил ребенок в школьной столовой и насколько питательной оказалась эта еда, и во сколько обойдется питание школьника в целом. Подробный разбор на эту тему представляет Юлия Великодная. Сегодня каждый субъект сам решает, чем и как часто надо кормить детей в общеобразовательных и дошкольных организациях. Единых стандартов и требований на федеральном уровне нет. Существующий 44-й федеральный закон в госзакупках регламентирует правила выбора поставщика продуктов, которые из-за разницы в стоимости не всегда могут быть местного производства, как хочет этого заказчик. В Якутии же, согласно указу, финансовое обеспечение лежит на госбюджете, деньгах муниципального бюджета и доплаты родителей. Между тем, перевести контроль за питанием в школах с директора учебного заведения на уровень муниципального руководства призвал президент Владимир Путин. Ну а пока Якутск может похвастаться новой системой питания школьников. В 2017 году был запущен проект lk14.ru. Каждый школьник получил карту, деньги, на которую перечисляют родители, и расплачиваться который ребенок может только в школьной столовой. Работает это следующим образом. У каждого участника проекта, родителя, учителя, сотрудника образовательного учреждения открыт свой личный кабинет, через который можно в онлайн-режиме отслеживать все происходящее. Сколько денег было зачислено на карту, сколько потрачено, что именно приобрел ребенок в школьной столовой, насколько питательно оказалась купленная еда. Сайт ЛК-14 является очень удобным инструментом для контроля питания ребенка. У меня есть дочка, учится во 2 классе, и я могу зайти, посмотреть, что и во сколько поел ребенок. Я захожу несколько раз в неделю и смотрю, что поел ребенок. Но я думаю, будет удобно, потому что все будет на единой платформе, и расписание уроков же там будет, да? Все в одном, все по одному клику, так сказать. При разработке меню соблюдены возрастные и физиологические нормы суточной потребности в основных питательных веществах и энергии с учетом проживания детей в условиях района Крайнего Севера. Рацион адаптирован к национальным и территориальным особенностям питания населения региона. Так, в меню включены такие продукты, как жеребятина, якутская лепешка, напитки из местных ягод и витаминизированные печенье с добавлением ягод. Проект создавался на протяжении 3 лет. Авторы провели анализ, работали с научными данными. В каждой образовательной организации при согласовании меню с органами Роспотребнадзора учитываются и возрастные категории детей, и особенности состояния здоровья, и даже особенности социально-экономического развития того или иного района и культуры того или иного района. Например, если у нас в северных районах принято употреблять в пищу оленину, значит, особые сорта рыбы, это предусмотрено, и Санпин позволяет внедрить в меню именно местную продукцию. Сейчас разрабатывается механизм социальной поддержки малоимущим семьям в организации питания школьников по поручению главы республики Айсена Николаева. В Якутии горячим питанием в школах обеспечивается 98% детей, тогда как в среднем по России эта цифра составляет 63%. При этом действующий норматив на питание детей из малоимущих семей в день составляет 31 рубль, а за полярным кругом 35 рублей. В школах республики обучается почти 62 тысячи детей из малоимущих семей.
Уровень обеспеченности горячим питанием школьников в Якутии составляет примерно 98%. При этом властям региона ежегодно приходится увеличивать расходы на питание школьников. Средняя стоимость питания в республике составляет 242 рубля в день, завтрак 85, а обед 157 рублей в среднем. При этом учащиеся начальных классов в основном питаются бесплатно. В честь Дня города Якутска в гипермаркете «Айгуль» состоялась традиционная акция «Гипердегустация». Были представлены образцы товаров местных производителей. Все подробности у Юрия Осипова. Мясо, соки, выпечка и многое другое, и все местного производства. Все это можно было попробовать на гипердегустации, которая прошла на площадке гипермаркета «Айгуль». От лица компании «Айгуль» хочу поздравить всех жителей и гостей города Якутска с праздником, с днем рождения. И в честь этого большого праздника это такой маленький подарок от компании «Айгуль» всем жителям и гостям города Якутска. На площадке мероприятия покупатели имеют возможность сначала попробовать на вкус представленные товары. Мы не пропустили ни одного участия в дегустации. Мы товары местный производитель, товар сделан в Якутии. И всегда участвуем в местных наших дегустациях, особенно здесь в гипермаркете «Айгуль». Людям очень нравится. Все пробуют, все веселые, позитивные. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь, угощайтесь, пробуйте. На акции стало известно о создании нового объединения Ассоциации местных производителей «Сделано в Якутии». Целью этой организации, ассоциации, является объединение местных предпринимателей, тех, кто производит в республике Саха-Якутия. Покупатели довольны представленной продукцией, а значит, цель акции достигнута. Понравилось. Вкусно очень. Правильно то, что так проводится. Вот сейчас хочу купить вот эту колбаску. Гипердегустация проводится ежеквартально уже третий год для продвижения местных товаров. За это время в ней приняли участие более 180 товаропроизводителей и было представлено около 1500 наименований продукции. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутск. Сейчас перерыв на короткую паузу, 30 секунд. Вернемся, смотрите далее в выпуске. В эфир с новыми силами стартовал новый телесезон в НВК «Саха». Чем порадуем зрителей? Езда по бездорожью в Мирном. Прошла итоговая гонка сезона открытого чемпионата по трофи-рейду. Новый учебный год, запуск отопительного сезона, акция «Заплати долги без пени». Все это в обзоре новостей Алданского района в завершении выпуска. Якутия-24 на канале. Продолжаем выпуск «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Продолжаем. С сегодняшнего дня стартовал новый телесезон в НВК «Саха». Дирекция эфирного вещания учла все пожелания зрителей и включила в программу рейтинговые передачи. Кроме этого, появились новые телепередачи для мужчин и гурманов. Кроме того, компания выпустит новые сериалы. Уже в декабре планируется показать телесериал под рабочим названием «Иза и Лиза», а после Нового года еще один новый телесериал. Новые проекты — это у нас «Готовим вкусно», затем идет «Мужской разговор», это которые в этом году только запускаются эти новые передачи, и уже полюбившиеся передачи, которые «Сеген Сире», «Энсулускун», «Ирдель», это все равно порадует наших телезрителей, и новый проект у нас будет «Танцуй Инкюля», и где мы принимаем заявки, до сих пор пока принимаем, участвуйте, там не более 10 человек, коллектив должен быть с республики, и там не участвуют непрофессионалы, это самодеятельные коллективы. Также с этого дня радио Тетим можно слушать через новое мобильное приложение. Так, дирекция радиовещания НВК «Саха» запустила новое мобильное приложение на платформах iOS и Android. Таким образом, пользователи могут слушать якутское радио в любой точке мира, где есть интернет. Отметим, что в новом радиосезоне редакция подготовила для жителей республики много интересных программ. Также радиослушателей ждут оперативные прямые включения с мест различных событий в республике. В течение 17 часов в студии будут находиться ведущие, а также много новых рубрик, передач, а также прямых подключений именно с места событий. А также будут литературные чтения произведений известных авторов. А также мы на днях запустили новое мобильное приложение. Таким образом можно слушать радио в любой точке мира, где есть интернет и мобильная связь.
В Мирном состоялась итоговая гонка сезона открытого чемпионата по трофи-рейду. Участники в очередной раз показали свое мастерство в условиях сложного бездорожья. Сюжет Марфирины Алексеевой. Местом для зрелищных соревнований стали Ирилявские холмы. Это излюбленное место любителей экстрима. Холмы расположены в нескольких километрах от города. Здесь есть все условия тяжелого бездорожья. Также организаторы позаботились и о зрителях. Самые зрелищные моменты можно было наблюдать в так называемых шоу-точках. В соревнованиях приняли участие спортсмены 4 направлений. Пешее ориентирование, мотоспорт эндуро, автомобилисты с машинами класса спорт и стандарт. Каждой группе раздали карты легенды, в которых написан список координат. Участники должны пройти все точки и для подтверждения сфотографироваться на месте. Сейчас я забивал координаты точек, отмечал, где какая, и сейчас выбираю маршрут для того, чтобы наиболее оптимально проехать эту дистанцию. А сколько всего точек? В нашем классе 29. Вот я одел комбинезон по подмышке, потому что я думаю, что есть точки такие, где придется поплавать. Посмотрим. Первыми стартовали мотоциклисты, затем автомобили и пешие. Каждому направлению дается определенное время, за которое они должны пройти как можно больше точек. Для суперклассов подготовлено 18 часов трофи-рейда, то есть гонка в ночь, как мы говорим. Она состоит из 2 этапов. Первый этап ориентирование 8 часов и потом 10-часовой линейный трофи-рейд. В сумме получается 18 часов. Все это разбросано по тайге, то есть это общая продолжительность около 100 километров. Сразу после старта участников ожидало сложное испытание. В ход пошли различные приспособления. В таком режиме участники провели ближайшие сутки. Обессиленные, но довольные, первыми начали финишировать пешие. Шли, я подскальзывалась, все, уже сил не оставалось, так как это была последняя точка. Но эту точку нашли, взяли, были счастливы, а уже возвращаться, вот правда, сил не было. Он бежал впереди так, как надо было по времени успеть отдать нашу легенду. Ну и все, и вернулись. Счастливые, но не знаем, какое место займем. И поломки, и застревали, там много чего было. У нас машина почти разобралась по запчастям тоже. Когда уже сюда обратно едешь, уже все к финишу, уже думаешь, что я больше никогда, все, хватит, хорош, сил больше нету. А когда приезжаешь, уже настроение меняется, уже думаешь, я бы еще поехал. Уже чувствуешь, что хотя бы что-то уже доезжаешь до дома, уже хотя бы ты едешь, то уже чувство совсем другое. А когда ты где-нибудь сидишь и уже темнеет, вот это уже плохо. Имена победителей будут известны через неделю после досконального подсчета голосов. В этом году призовой фонд составил 250 тысяч рублей. Спонсором выступила акционерная компания «Алроса». Как отмечают организаторы, это рекордная сумма за 10 лет проведения соревнований. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Вадим Ларионов, Мирный. Сегодня в Нерюнгринском районе стартовал чемпионат России по хоккею с шайбой зоны Сибири и Дальнего Востока. На связи с Нерюнгри находится наш корреспондент Екатерина Павлова. У нее все подробности. Екатерина, вы в прямом эфире. Пожалуйста. Да, Влад, в играх чемпионата России по хоккею шайба среди юношей зоны Дальнего Востока участвуют 6 команд. В Южную Якутию прибыл хоккейный клуб «Адмирал» с города Владивосток. Здесь пройдут 3 матча игр. Сейчас с нерюнгринской командой «Энергии» завершился второй период. Счет первого периода был 1-1. Во втором периоде кипели нешуточные страсти. И сейчас счет у нас сравнялся 4-2. Рядом со мной сейчас находится президент Федерации по хоккею Нерюнгринского района Сергей Суворов. Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, скажите, пожалуйста, я понимаю, страсти не шуточные, мы следим за игрой. Скажите, пожалуйста, какова значимость этого события для Нерюнгринска
Алданского района и какова готовность к Ну, я могу сказать следующее, что это не только для Лениногорского района значимый турнир. Это впервые, наверное, за последние 30 лет проводят чемпионат Дальнего Востока среди юношей с разъездами. В нем принимает участие наша команда. В прошлом году такой турнир уже был. Но был туровый, команды ездили в разные города, там собирались, играли туром. Ну, то есть 6 команд в одном городе собирались. Сейчас это все с разъездами. Вот сейчас мы принимаем команду «Адмирал». Идет упорная игра. Конечно, нам тяжеловато приходится. Состав у нас не оптимальный на сегодня. Многие игроки после прошлого сезона были отпущены почему-то руководством детской юношеской школы в другие города. Но стараемся и будем стараться. Надеюсь, что победим. Мы тоже надеемся, будем следить за играми. На этом у нас сегодня все. Влад. Спасибо, Екатерина. Я напомню, на прямой связи со студией из Нерюнгринского района была наш корреспондент Екатерина Павлова про старт чемпионата по чемпионату России по хоккею зоны Сибири и Дальнего Востока. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите обзор новостей Алданского района. Слово передаю коллеге Руслану Павлову. Здравствуйте. Главный санитарный врач Алданского района дал предварительную оценку действиям образовательных учреждений по выполнению предписаний на предмет исправления ситуации по газу радону. Напомним, что за летний период в образовательных учреждениях должны были провести мероприятия по устранению нарушений по нормам превышения концентрации газа радона в школьных помещениях. Перед началом учебного года в Департаменте образования подтвердили, что предписания контролирующих органов были выполнены. На сегодняшний день проводятся внеплановые проверки в отношении всех образовательных учреждений, которые были подвергнуты административному приостановлению деятельности, срок на 90 суток. И на сегодняшний день часть из них уже практически проверки закончены. И результаты, можно сказать, радуют. Например, взять Алданский лицей, теннисный корт. На сегодняшний день там установлена шикарная вентиляция, которая обеспечивает минимальное содержание радона, менее 35-20. Скажем так. То же самое мероприятие хорошее, объемное, проведены в вечерней школе, проведены во второй школе, гимназии. Работа продолжается. Потребителям Алданского района с 6 сентября начали подавать тепло. По информации директора Алданского филиала «Теплоэнергосервис» Кирилла Балаганского, для своевременного начала отопительного периода теплоэнергетики провели все необходимые плановые ремонты основного и вспомогательного оборудования котельных. В срок завершили реконструкцию сетей тепловодоснабжения и объектов теплогенерации. Впрочем, любой пуск не всегда проходит гладко, порой не по вине коммунальщиков. Потребители, готовя свои квартиры к поставкам тепла, самостоятельно перекрывают задвижки, а потом просто забывают их открыть, тем самым принося неудобства соседям. Надо быть готовым к решению этих проблем. Вот мы готовимся ко всему, так сказать. Между тем, Теплоэнергосервис объявил акцию «Заплати долги без пени», которая продлится до 10 октября. Акция направлена на повышение уровня собираемости платежей за коммунальные услуги. Задолженность населения Алдана по-прежнему велика, более 100 миллионов рублей. Однако она сокращается благодаря работе по взысканию коммунальных долгов. По первому полугодию картина неплохая. Неплохая по сборам. По судебным порядка 32 миллионов. Алданский медицинский колледж в новом учебном году принял в ряды студентов 59-классников. Возродив отделение «Сестринское дело», в колледже не ожидали такого мощного наплыва несовершеннолетних. Чтобы сформировать в их головах правильные подходы к новому статусу, медколледжи расширяют сферу дополнительного образования. Во-первых, у нас же есть сеть и кружковой работы. С прошлого года у нас действует 6 кружков на базе медицинского колледжа, поэтому, я думаю, тут особых проблем не будет. Плюс мы знаем прекрасно, что на базе в городе у нас в Алдане достаточно много направлений, где молодые люди могут найти себя. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на канале Якутия-24.